Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Общие принципы организации местного самоуправления. Проект нового федерального закона рассмотрели в Якутске. 300 лет на страже порядка и защите законов. Большой юбилей отмечает прокуратура России. А в следующую среду православные христиане отметят крещение Господне. Сколько купелей организуют в Якутии. Проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в стране рассмотрели сегодня в Якутске. Совещание организовала Общественная палата совместно с Советом муниципальных образований. Основной темой обсуждения стала реформа местного самоуправления. Согласно документу, ликвидируют дублирование обязанностей между администрацией района и наслега. Таким образом, поселения будут решать только вопросы местного значения. Между тем, муниципальные районы переименуют в муниципальные округа и в каждом населенном пункте создадут территориальные органы местной администрации, управы. И, как сегодня заявили во время обсуждения, их штатная численность не изменится, а бюджетная обеспеченность также останется прежней. Мы сегодня концептуально одобряем в целом концепцию самого законопроекта. При этом у нас имеется предложение, которое будет оформляться в виде поправок при рассмотрении в режиме второго чтения. Законопроект очень важный. Мы считаем, что в этом законопроекте должны быть еще расширены полномочия субъектов Российской Федерации по решению вопросов местного значения. Фейерверки, гирлянды и бенгальские огни ассоциируются с Новым годом, но именно эта праздничная атрибутика может стать причиной возгорания. Поэтому в новогодние каникулы сотрудники МЧС проводят усиленную профилактическую работу. Выезжают в составе различных комиссий по многодетным и неблагополучным семьям, а также в рейдовые мероприятия по частному сектору. Помимо пиротехники, в зимнее время опасность представляют и отопительные печи, которыми пользуются жители частных домов и владельцы гаражей. Халатное отношение последних в большинстве случаев приводит к возгораниям. За время новогодних выходных зарегистрировано 5 пожаров на территории Ленского района. Основные причины – короткое замыкание и неосторожное обращение с печами отопления. Морозы наступают, люди начинают усиленно топить свои отопительные печи в гаражах, так и в жилых помещениях своих. Соответственно, трубы перегреваются, не выдерживают, и там деревянная кровля, потолочное покрытие, все это из дерева, он, естественно, перегревается и загорается. То есть топят и оставляют, усиленно топят и оставляют без присмотра. Также новогодний период, как правило, люди гирлянды все включают, да, плюс обогревательные приборы, все это работает круглосуточно, электропроводка, естественно, не выдерживает, начинает плавиться, перегревается и происходит короткое замыкание. Таяние вечной мерзлоты может в ближайшие 30 лет обойтись экономике России в 422 миллиарда рублей. Выводы исследователей опубликовал научный журнал. Российская Арктика отличается от других регионов высоким уровнем урбанизации и индустриализации, поэтому деградация вечной мерзлоты особенно сильно затронет инфраструктуру российского Заполярья, из-за чего стоимость ее поддержания вырастет до отметки в 422 миллиарда рублей при текущем уровне застройки, приводится текст исследования. При этом дальнейшее развитие дорог и трубопроводов повысит этот показатель до 865 миллиардов. Климатологи считают, что около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу этого столетия. 300 лет на страже порядка и защите законов. Большой юбилей отмечает прокуратура России. 3 века сотрудники надзорного органа являются надежным тылом мирных жителей. И пусть порой служба прокуроров скрыта от глаз граждан, отличительными чертами профессии много лет остаются справедливость, честность и верность долгу. Сегодня в торжественной обстановке прокурорам Якутии вручили государственные, республиканские и ведомственные награды. Не забыли и о ветеранах, которые своими опытом и наставлениями помогают в службе молодому поколению прокуроров.
все эти 3 века прокуроры стоят на страже законности и правопорядка, защищают права и свободы граждан, обеспечивают интересы общества и государства, отстаивают данные интересы. Надо сказать, что перед органами прокуратуры каждый год ставятся новые и все порой более сложные и сложные задачи. И коллектив прокуратуры республики, а это более 400 человек, успешно с ними справляется. Сегодня на первостепенном плане, конечно же, защита прав граждан. Ежегодно прокуроры восстанавливают нарушенные конституционные и иные права десятков тысяч граждан. Между тем, праздник не повод для отдыха. Прокурор Якутии утвердил обвинительные заключения в отношении 2 жителей Якутска. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, незаконном образовании юрлица, мошенничестве и отмывании денежных средств. По версии следствия, обвиняемые, вступив в преступное сообщество, созданное генеральным директором Фонда развития предпринимательства Якутии, ее заместителем, похитили с расчетного счета фонда 177 миллионов рублей. Для этого незаконно создавали юридические лица на подставных людей и подделывали документы. Уголовные дела в отношении директора фонда и ее зама в скором времени направят в городской суд для рассмотрения по существу. Прокурор Республики Саха-Якутия утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 2 жителей города Якутска. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, в незаконном образовании юридического лица, мошенничестве и легализации преступных доходов в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые, вступив в преступное сообщество, созданное генеральным директором Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия и ее заместителем, похитили с расчетного счета фонда путем незаконного создания юридических лиц на подставных лиц, обмана и подделки документов денежные средства на общую сумму более 177 миллионов рублей, которые впоследствии путем проведения финансовых операций были легализованы. С обвиняемыми прокуратурой республики заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в их отношении выделены в связи с этим в отдельное производство. После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены прокуратурой республики в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении остальных обвиняемых, в том числе генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия и ее заместителя, в настоящее время расследованием завершено. В 3-м квартале текущего года в Якутске построят крематорий. Его разместят на территории Маганского тракта, близ городского кладбища. Объект станет 3-м крематорием на Дальнем Востоке. Продолжит Сарглан Неустроева. Вопрос строительства крематория назревал давно. Всего на территории Якутска расположено 5 кладбищ. Захоронения на 3 из них уже остановлены из-за переполненности. Еще 2 также вот-вот исчерпают ресурс. В связи с увеличением, к сожалению, погибших во время ковида, сейчас оценивают Маганское, например, кладбище. Его мощности хватит до 2000, может быть, 25-26 года. В свою очередь мнение горожан разделилось. Большинство восприняли новость положительно. Причин множество, от беспокойства о размере кладбищенских территорий до нежелания подвергаться традиционному захоронению. У людей должен быть выбор. Многие хотят, чтобы их тело не гнило на земле. Новость хорошая. Уже не 1 год об этом говорят. Надеюсь, участок, на котором планируют строить, не будет занят захоронениями. Не очень. Лучше стать частью земли с маленьким красивым уголком, чем безымянным порошком. Теперь точно легкие летом выплюнем. Дышать нечем будет. При этом стоимость самых дешевых похорон со всеми обрядами на сегодняшний день стартует от 50 тысяч. Сейчас у нас земля где-то 1017 стоит, ну и гробы от 10 тысяч. Как бы, ну, в среднем. Ну, там поминки туда-сюда, ну, где-то около 100 тысяч. Ну, сэкономить можно на всем. Человеку все равно, в каком гробу он будет лежать. За 10 тысяч или за 35. А если полностью посчитать, то порядка 50 тысяч, наверное. Ну, это минимально. От 35 до 45 это наши принадлежности, ну и плюс МУП, земля, да, земля там где-то, 16, наверное. Кремация же, напротив, обойдется в разы дешевле. Уже сегодня мэрии удалось договориться о начальной стоимости услуги, которая не должна будет превышать 27 тысяч рублей. Прах можно будет разместить там же, в колумбарии. Запаса колумбария, я думаю, хватает на 10 лет. Расчет на 10 лет был.
И в ближайшем будущем мы планируем заключение еще одного соглашения на строительство нового колумбария на территории городского округа. Уже в этом месяце забьют первые сваи будущего крематория, а в феврале стартуют строительно-монтажные работы. Располагаться крематорий будет по Маганскому тракту у городского кладбища. При этом в состав комплекса входит и очистная установка, которая позволит кремировать без выбросов в атмосферу. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Теперь к эпидобстановке. Резкий скачок уровня заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Якутии. Еще 108 человек заразились ковидом за минувшие сутки. Из них 70 в столице региона. 11 человек заболели в Мегино-Кангаласском районе, 5 в Нерюнгринском, по 4 в Алданском и Мирнинском районах. Еще в 7 районах фиксируют от 1 до 3 заражений. За сутки лаборатории региона исследовали 3150 проб на ковид. Вчера состоялось координационное совещание под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, на котором руководители федеральных органов государственной власти Анна Юрьевна Попова и Михаил Мурашко, докладывая ситуацию, обратили внимание на то, что в стране уже находится коронавирус штамма омикрон. Его уровень распространения значительно выше. Кроме того, изменилась и клиническая картина самого по себе заболевания коронавируса по штамму омикрон. В управление Роспотребнадзора, соответственно, поступают уведомления, связанные с тем, чтобы работодатели не допускали на работу граждан, которые непосредственно имеют признаки острых респираторных заболеваний. Тем временем Федеральное медико-биологическое агентство России разработало тест-систему для выявления штамма омикрон. Это первая в стране тест-система, способная выявить омикрон-штамм. Она позволяет с высокой точностью определять варианты омикрон и дельта, а также различать их за 1,5 часа. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. И последнее. В следующую среду, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне. Для жителей республики официально откроют порядка 30 оборудованных прорубей, а в столице региона купель по традиции оборудуют на Зеленом лугу. За безопасность купающихся будут отвечать спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и проводить крещенские обряды только в оборудованных и предназначенных для этого местах. Основные работы начнутся 17 января, когда будет развертываться крещенский городок, когда будет выпиливаться сама крещенская купель, в общем, устанавливается часовня, прокладывается электричество и так далее, и так далее. Само купание начнется после освящения. Владыка обычно начинает освящать в 13:00. Бывает иногда чуть позже, там зависит уже не от нас. И сразу после этого желающие могут окунуться в наши прекрасные теплые воды. К этому часу это все новости. Буквально через несколько минут мы вернемся в эфир с актуальным интервью. Оставайтесь с нами.